Здравствуйте, уважаемые читатели. Меня зовут Ольга Пашкевич. О себе. Член Союза писателей России, кандидат филологических наук, доцент Якутского института водного транспорта, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия. Сегодня свой автограф я оставляю на этом замечательном альманахе «Енисейка». «Енисейка» за этот год. Этот альманах выходит в городе Красноярске и является приложением к альманаху «Новый енисейский литератор». В этом альманахе, в этом номере есть мой рассказ, а также рассказ нашего писателя, главного редактора журнала «Полярная звезда» Владислава Долунова. Хочу выразить огромную благодарность нашей библиотеке за то, что у них проходит такой интересный проект «Живой автограф», и что мне посчастливилось стать его участником. Я любила читать с детства, и не только художественные книги, но и книги по истории, географии, также научно-популярные журналы, детские журналы, газеты. Все это входило в круг моего чтения. И, наверное, поэтому я и сама стала писать. Говорят, что без читателя нет писателя. Начала писать, я вначале пробовала стихи писать, это было еще в начальной школе. А когда перешла в 10 класс, то получилось так, что я поехала в гости к своим родственникам. Они проживали и сейчас живут в городе Новокубанске Краснодарского края. Город Новокубанск находится недалеко от Армавира, и там выходит газета, которая называется «Свет маяков». В 1976 году, то есть ровно 45 лет назад, в этой газете были опубликованы мои стихи. И одновременно здесь, в Якутске, была публикация подборки моих стихов в газете «Молодежь Якутии» с предисловием известного якутского поэта Михаила Тимофеева. Но должна сказать, что моя трудовая деятельность, она тоже связана с литературой, связана с книгами. На протяжении почти 20 лет я преподавала литературу в Якутском речном училище. А сейчас являюсь доцентом Якутского института водного транспорта, филиал Сибирского государственного университета водного транспорта. Мы готовим кадры для речного флота. И, пользуясь случаем, приглашаю вас поступать в наш институт, который на следующий год отметит свое 90-летие. В этом году уже прием на очное отделение окончен, но еще продолжается прием на заочное отделение. Можно получить высшее техническое образование и среднее специальное образование. Так получилось, что теперь уже я являюсь автором 9 книг, стихов и прозы. Здесь на выставке представлены книги. Мои произведения публикуются не только в республике, но и за ее пределами, в журналах Карелии, Крыма, в Кемерово, Рязани, Владимирской области и других регионах. Также мои произведения переведены на другие языки. В прошлом году в журнале «Чулбон» появилась публикация на якутском языке моего рассказа «Молодка, молодка, молоденькая». Выражаю огромную благодарность редакции этого журнала за такую публикацию, которая для меня очень значима. У нас называется проект «Живой автограф», когда, конечно, писатели известные, и спортсмены, и артисты раздают свои автографы. Я автографы еще также раздаю иногда в зачетных книжках, очень часто. И мой самый первый автограф, судьба его вот такова. Я окончила Иркутский государственный педагогический институт в 1981 году, то есть 40 лет в этом году, как я окончила институт. И в 80-м году, когда мы уже учились на последнем курсе, вот наш курс последний был, заключительный, стала выходить газета общеинститутская «Путь к знаниям». И в самом первом номере была опубликована подборка моих стихов.
Поэтому, конечно, студенты читали, преподаватели, тем более филологического факультета, как бы знали, что я пытаюсь что-то писать. И когда у нас был выпускной государственный экзамен по литературе, председателем комиссии государственной был Ростислав Владимирович Филиппов, известный поэт, драматург, журналист. Конечно, в то время я мало знала его биографию. Когда у нас окончился экзамен, кто-то из преподавателей подвел меня к Ростиславу Владимировичу, представил, сказал, что это Ольга Пашкевич, она тоже пытается писать стихи. И Ростислав Владимирович достал из кармана записную книжку и попросил меня записать туда одно из моих стихотворений. Вот таков был мой первый автограф. И, как говорят, ну, разве сердце позабудет тех, кто желает нам добра? На самом деле он похвалил мои строки, пожелал мне добра. Ростислава Владимировича не стало в 2006 году. Это был очень интересный человек. Я поэтому, пользуясь случаем, хочу сказать несколько слов о нем. Он был выпускником Московского государственного университета, факультета журналистики 1960 года. Затем он работал главным редактором с 1977 по 1984 год. Он был главным редактором Восточно-Сибирского книжного издательства в Иркутске. И то есть на то время, когда он возглавлял нашу государственную комиссию экзаменационную, он был главным редактором такого крупного издательства. Также он был редактором журнала «Сибирь» и возглавлял областную организацию журналистов, иркутскую организацию с 1999 по 2005 год. У него есть замечательная поэма, которая называется «Москва-Чита». И когда я читаю строки из этой поэмы, то, знаете, они передают вот то состояние мое душевное, которое у меня сохранилось о тех годах моих учебы, о городе Иркутске. Иркутск. И мне, когда я ногу занес, чтоб выйти за порог, он счастье дал на всю дорогу, не пожалел, не приберег. А кто от счастья не шалеет? Кого в поэта не влекло, когда черемуха белеет, как будто лебедя крыло? Живу, стихами занимаюсь, и с этим счастьем дорогим и торжествуя я, и маюсь, и не могу расстаться с ним. Мне было молодо повсюду, но прежде все-таки всего, Иркутск, тебе обязан буду за взлеты духа моего. Моя трудовая деятельность, как я вам уже сказала, тоже связана с литературой, и научная исследовательская деятельность тоже связана с литературой. У меня есть научные работы, диссертацию я защитила под руководил моей диссертацией научной известный наш профессор, доктор филологических наук Анатолий Алексеевич Бурцев. И в настоящее время я являюсь докторантом филологического факультета Северо-Восточного федерального университета. Хочу пожелать читателям новых интересных книг. Что касается моих произведений, то произведения эти и прозаические, и поэтические, адресованные они как взрослой аудитории, так и детской. Так, здесь есть рассказ для детей детского возраста, который называется «Талисман». А начинающим авторам хочу пожелать успехов, удачи и, конечно, много читать, пробовать себя и ни при каких обстоятельствах не, так сказать, верить в себя. Если вы захотите узнать мнение о своем творчестве, то желательно, конечно, показать его не одному человеку, потому что оно бывает тоже субъективным, наше мнение, а нескольким писателям, мастерам слова. Будьте здоровы, будьте счастливы. Всего хорошего.